На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В республике рассматривают возможность переселения пострадавших представителей диаспоры из Сирии в Абхазию. Глава МИД Инал Ардзинба обратился к сирийскому народу. В ожидании результатов служебной проверки Министерство здравоохранения Абхазии прокомментировало ситуацию в Ткварчалской ЦРБ. Математика на абхазском. Презентация работ главного инженера СФТЭ Александра Чамагу состоялась в Национальной библиотеке. Начнем с официальной хроники. Президент Республики Абхазия Аслан Бжаня отбыл в Москву. В рамках рабочего визита глава государства проведет ряд встреч в администрации президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба главы государства. Вместе с тем на различных неофициальных интернет-ресурсах появились информационные вбросы о возможном присоединении нескольких государств к территории Российской Федерации, в числе которых называли Абхазию. В интервью Апсны Яхья секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба рассказал о целях визита президента Аслана Бжаня и перспективах развития абхазо-российских отношений. Как отметил Сергей Шамба, обсуждать тему суверенитета Абхазии уголовно наказуемо. Мне прислали несколько раз какие-то вот такие заявления, непонятно от кого, от чьего имени не сделаны. Я, честно говоря, особо внимания не обращал, но теперь чувствую, что, наверное, надо все-таки ответить на них, чтобы общество наше понимало, что эти вбросы, они не имеют ничего общего с реальностью. Такие вопросы так не решаются. Поехал президент, и вдруг вернулся, и мы в составе России. У нас есть Конституция, которая просто позволяет обсуждать вообще эту тему. И это уголовно наказуемая ответственность за постановку таких вопросов вообще. Поэтому это нереально. Президент поехал там с рабочим визитом. Сегодня у него встреча в Совете Безопасности будет. Я тоже должен выехать, кстати говоря, на днях на встречу с коллегами из Совета Безопасности. Мы там готовим мероприятия по совместным действиям, план мероприятий. Единственное, на что мы никогда не можем пойти и даже обсуждать эту тему, это утрата нашего суверенитета и независимости. Ну, однозначно, да, обсуждаются какие-то вопросы, но это на уровне там экспертных оценок, какие возможны в будущем конфигурации, и говорят о Евразийском союзе, типа Европейского союза. Но Европейский союз тоже не означает утрату суверенитета государств, которые в него входят. Мы не знаем, таких предложений пока даже еще не было. Это все какие-то домыслы, которые трудно сейчас даже обсуждать. Ничего подобного с руководством Российской Федерации мы не обсуждали. Мы только слышали от официальных лиц о том, что признание Абхазии не подлежит пересмотру. Это было сделано неоднократно. Об этом говорил и президент, и другие официальные лица Российской Федерации. Встреча с президентом Абхазии Асланом Бжаня не значится в графике главы российского государства Владимира Путина. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба также отбыл с рабочей поездкой в столицу Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба МИД, министр планирует обсудить межгосударственное взаимодействие с представителями государственной власти России. В республике рассматривают возможность переселения пострадавших представителей диаспоры из Сирии в Абхазию. Министр иностранных дел республики Инал Ардзинба обратился к сирийскому народу в связи с разрушительным землетрясением. Глава внешнеполитического ведомства страны на английском языке выразил соболезнования и слова поддержки от имени народа Абхазии. Dear brothers and sisters, first of all, allow me to express sincere condolences and words of support on behalf of the people of the Republic of Abkhazia to you, people of the Syrian Arab Republic. It is with deep sadness that we have received the news of devastating earthquake in Syria. We saw a huge number of victims and injured. We are following the updates and search
for ways to support their brotherly nation. The President of the Republic of Abkhazia, Aslan Bzhani, after his phone conversation with the President of the Syrian Arab Republic, Bashar al-Assad, has given instruction to the relevant authorities to form their humanitarian aid and to create facilities for rehabilitation of the Syrian children in the Republic of Abkhazia. Citizens of the Republic, as well as public organizations, have started fundraising campaign since the first day of the disaster. What's more, the Embassy of the Republic of Abkhazia in Syria is ready to provide all possible assistance to the victims. We are also considering the possibility of resettlement to the affected representatives of the Abkhazian diaspora from Syria to Abkhazia. Some families in Abkhazia have expressed their desire to adopt orphan children. This process, of course, needs study and work on appropriate legal framework. The Republic of Abkhazia gives great importance to relations with the brotherly Syrian Arab Republic, and our relations are rapidly getting broader. We share readiness to strengthen humanitarian and cultural ties, as well as strengthen cooperation in trade and economy between our nations, which I am confident have a great potential. Relations between our nations have deep historical basis. Syria has become home to thousands of Abkhaz resettled in the 19th century. Lots of them have become influential political, cultural and military figures. To name a few, General Mamduh Abaza, General Walid Abaza, Dr. Ahmad Kujba, member of People's Council of Syria, Janset Kazanba, and others. They have all been prominent citizens to both the Syrian Arab Republic and to the Republic of Abkhazia. The Republic of Abkhazia, in its Middle East strategy and agenda, is guided by consultations with its main partner in the region, Syria. Dear Syrian people, today we can see the well-known policy of double standards from the collective West. They don't want to help Syria due to political reasons. But such a devastating natural disaster should be out of any politics. In this tragic moment, it's high time to unite and act. Dear people of Syria, we respect you and we love you. Stay strong. Ну а согласно решению учредителя культурно-благотворительного фонда Ашана Беслана Шакая, инициативной группе «Нет чужой беды» переданы денежные средства в размере 100 тысяч рублей в помощь пострадавшим при землетрясении в Турции и Сирии. Совет Федерации, между тем, одобрил закон о ратификации соглашения между Россией и Абхазией о взаимном зачете службы в таможенных органах для выплаты надбавок за выслугу лет, сообщает ТАСС. Документ подписан в Сухуме 18 февраля 2021 и в Москве 5 апреля этого же года. Как отмечается в сопроводительных материалах, соглашение позволит учитывать стаж службы в Абхазии и России для выплаты надбавки за выслугу лет к ежемесячному окладу. В настоящее время в России не признается стаж службы сотрудников таможенных органов, приобретенный ими в связи со служебной деятельностью на территории Абхазии, для выплаты надбавок к денежному удовольствию. Соглашение направлено на защиту интересов граждан Российской Федерации, проходящих службу в таможенных органах России и имеющих стаж службы в таможне Абхазии, отмечается в документе. В России положения соглашения будут применяться при условии соблюдения ряда требований, включая наличие российского гражданства. Самые актуальные вопросы общественно-политической ситуации в Абхазии в повестке встречи общественности с председателем Республиканской общественной организации «Абхазское народное движение» Адгуром Ардзинба в Гудауте. Лидер АНД рассказал о своем видении ситуации и путях выхода из политического и социально-экономического кризисов. По его словам, многие недооценивают масштаб происходящих сегодня процессов. Только закон об апартаментах, который, по его словам, активно продвигает власть, может привести к необратимым и катастрофическим для абхазской государственности последствиям. Как говорит Ардзинба, стремление исполнительной власти передать все имеющиеся активы инвесторам и скрытая продажа земли, которая маскируется под закон об апартаментах, не что иное, как сговор олигархов. Мы видим постоянные разговоры об инвесторах иностранных, о необходимости продажи энергетики. Сейчас уже дошли до продажи жилья иностранным гражданам. О чем это нам должно говорить?
о том, что проблемы абхазского народа и вообще нас с вами в проекте будущего Абхазии уже никто не видит. Есть другая цель. Это цель, которую я вижу отчетливо. Создание олигархической модели, где мы в роли обслуживающих или простых наблюдателей. А кто будет выражать недовольство, сначала будут пытаться подкупать, предлагать должности или блага, как это сейчас происходит. А потом, уверяю вас всех, не дай Бог, конечно, чтобы вы это увидели. Потом, когда они все окрепнут, уже никто с нами разговаривать не будет. Будут отстреливать или сажать в тюрьму в лучшем случае. Вы спросите, откуда я все это знаю? Да все просто. Это именно то, что в 90-х олигархи делали в России. Видимо, в Абхазии с помощью нашей сговорчивой власти, которая, кстати, к тому же любит принимать дорогущие подарки у этих олигархов. Вот я к ним хочу обратиться, здесь, стоя в городе Героя Гудаута, к этим олигархам и их компаньонам, мягко скажем, в Абхазии. Господа, пока не поздно, отстаньте от нас. Вообще лучше обратите свой взор на ситуацию на Украине. Поддержите же свою армию, как это делают многие российские патриоты. А здесь мы вам не позволим разгуляться. В Абхазии один хозяин. Не какая-то одна фамилия, не одна какая-то семья. В Абхазии хозяин абхазский народ. Кто это еще не понял, он скоро это все поймет. А по мнению экс-министра по налогам и сборам Даура Курмазия, у Абхазии сегодня есть легкий способ выйти на новый уровень социально-экономического развития. Первый – это тот, который предлагает власть. Развитие за счет большого количества инвестиций, открытый рынок недвижимости и прочие преференции для иностранного капитала. Но, по его мнению, это путь, который приведет к развитию Абхазии как территории, а не государства. Так как государство, образующее этнос, будет растворен, а от абхазской культуры и языка останутся лишь упоминания в учебниках истории. Есть, на мой взгляд, элементарно простой вопрос. Какая главная цель нашего народа? Создание экономически благоприятных условий для развития современного государства было бы, конечно, великолепно. Но мне кажется, что наша основная цель – это создание такого государства, которое будет обеспечивать безопасное развитие абхазского этноса прежде всего. И как быть? И как быть, если достичь одновременно обе эти цели будет невозможно? И тем более, если первое поставить под угрозу второе. Мы же все прекрасно понимаем, что самой серьезной проблемой нашего народа всегда были и остаются это привлекательность нашей территории и наша крайняя малочисленность. Если мои опасения считать беспочвенными и не принимать во внимание и пойти по первому пути развития только с точки зрения экономики, то, на мой взгляд, нужно снимать все возможные ограничения, в том числе на оборот жилья для иностранцев, на оборот земли, привлекать инвестиции во все сферы без ограничений. Но возникает вопрос, сможет ли в этом случае при нынешних обстоятельствах, а именно отсутствие у большинства наших граждан начального капитала, отсутствие достаточных знаний и технологий и защиты со стороны государства, абхазский этнос станет конкурентоспособным и успешным? На мой взгляд, мы не готовы к такому развитию, построим страну под управлением олигархов. Расширенный репортаж со встречи лидера АНД Атгура Ардзинба с общественностью в Гудауте смотрите в нашем эфире в пятницу, 17 февраля. В правительстве Абхазии обсудили вопросы развития науки. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил вопросы состояния и развития науки с президентом Академии наук Абхазии Зурабом Джапо, директором Абхазского института гуманитарных исследований Ардай Ашуба и директором Центра стратегических исследований при президенте Вячеславом Чирикбо, сообщает сайт правительства. Представители научного сообщества высказали свое мнение по ряду актуальных направлений, требующих особого внимания государства в контексте целенаправленных фундаментальных исследований, подготовки научных кадров и финансирования. Премьер-министр предложил участникам встречи представить консолидированную позицию научных центров страны с целью выработки дальнейших действий.
В ожидании результатов служебной проверки Министерство здравоохранения Абхазии прокомментировало ситуацию в Тхуарчалской ЦРБ, где была уволена старший фельдшер скорой помощи Илона Богателия. О причинах своего увольнения медик ранее рассказала информационному агентству Аяшера. Тему продолжит Анастасия Никонова. 15 февраля информационное агентство Аяшера разместило на своих ресурсах интервью старшего фельдшера скорой помощи Тхуарчальской ЦРБ Илоны Богателия, уволенной из медучреждения. В своей речи медик отмечает, что ее увольнение связано с тем, что она поинтересовалась у главврача больницы о причине задержки зарплаты. Более того, отметила в интервью Илона Богателия, от руководства медучреждения и ранее поступали постоянные угрозы увольнения, что привело к тяжелой рабочей атмосфере, присутствовала и нехватка медикаментов в Тхуарчальской ЦРБ. 12 декабря 2022 года мне главврач говорит, что я уволена. Мы обращались к депутатам, к местным депутатам, а также Сухумского парламента, двое у нас их депутатов от города, которые идут, мы обращались насчет своей зарплаты. Мы его не получали с октября месяца, это был уже декабрь месяц, мы его не получали, и около 47 человек мы с просьбой написали письмо, расписали 47 человек, это которые смело могли расписаться как-то, остальные испугались, потому что у нас постоянно идут угрозы об увольнении. Это идут у нас ежедневно. И они испугались и не расписались. Даже те, которые расписались, главврач сама лично ходила по отделениям, грозилась, и те, которые расписались, что пошли и вычеркнули себя. Мы обратились к депутатам. После этого именно скорую помощь, там у нас в основном почти все абхазцы, из тех, которые работают, все абхазцы, очень многих хотели уволить. Первая оказалась я, дальше за мной тоже многих хотели уволить, но после меня почему-то, не знаю, сильная шумиха пошла, и как-то пока приостановили. Все эти скандалы, ссоры порой с главврачом были постоянные угрозы увольнением, объяснительные, непонятно чем, ежедневные эти очень утомляют и очень отражаются на работе. Сейчас я не работаю. Я мать двоих детей, несовершеннолетних детей. Планирую суд. Я обратилась в Тхуарчальский суд, в прокуратуру, и там написала заявление, исковое заявление. Я надеюсь, что правда за мной. Мы обратились в Министерство здравоохранения с просьбой прокомментировать сложившуюся в медучреждении ситуацию. Заместитель министра Саида Делба отметила, сейчас в ЦРБ идет служебная проверка. Касаемо сложившейся ситуации в Тхуарчальской ЦРБ, хочу прокомментировать. В данном лечебном учреждении проводилась комплексная проверка не одним ведомством. Там была контрольная палата, ОБЭП, прокуратура, которые непосредственно проверяли данное лечебное учреждение. Результатов проверки пока нам, по крайней мере, Минздрав не предоставляли. Мы ждем эти результаты проверки, потому что это будет основанием для того, чтобы принять какие-то меры, если они имели место быть. Естественно, Министерство здравоохранения будет реагировать на все, что происходит в данном лечебном учреждении. Но мы должны понимать еще одно и основное. Данное лечебное учреждение подведомственно администрации Тхуарчальского района. И административные ресурсы все за ними. Что касается Министерства здравоохранения, мы ждем результатов проверки, и по результатам проверки будем принимать меры. Точная дата завершения служебной проверки пока не определена. Наша редакция следит за развитием ситуации. Анастасия Никонова, Инала Гухава, Абаза ТВ. Внимание! В связи с ухудшением погодных условий резко возросли нагрузки на энергосистему Абхазии. Во избежание аварий на линиях и введение дополнительных ограничений Черноморэнерго просит граждан экономить электроэнергию и отключить незаконно подключенное оборудование.
Информация правоохранителей. Главный бухгалтер Национального онкоцентра Абхазии Антон Пархоменко заключен под домашний арест, сообщает сайт Сухумского городского суда. Он проходит подозреваемым по делу о хищении в онкоцентре. Пархоменко проведет под арестом 1 месяц и 27 дней. Вместе с тем, в совершении преступления вместе с ним подозреваются главврач онкоцентра Лев Аргун, заведующая дневным стационаром Нелли Лагвилава и старшая медсестра отделения химиотерапии Лариса Квиквискири. Таможенники изъяли в Гагре табачную продукцию без акцизных марок. Сотрудники управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК 14 февраля при проведении оперативно-профилактических мероприятий в городе Гагра осмотрели торговый объект, где обнаружили и изъяли 105 электронных сигарет и 75 пачек табака для кальяна без марок акцизного сбора республики, ввезенных на таможенную территорию Абхазии с нарушением таможенных правил. Математика на абхазском. Презентация работ кандидата технических наук, главного инженера Сухумского физико-технического института Александра Чамаго состоялась в Национальной библиотеке в Сухуме. Много лет Александр Чамаго занимается исследованием возможности озвучивания математических понятий и терминов в средней школе на абхазском языке. Автор предложил новые слова и словосочетания, а также выявил немало абхазских слов, способных нести математическую информацию. По общему мнению специалистов, представленные работы значительно расширяют возможности абхазского языка. Подробности в рубрике «Амшахтес» в репортаже Фаины Матуа. Иахьа Иван Папаскирихци Сухуми лат библиотека Хыбра чими пысит псифила математика арчавера аус сылзыршас, а техника цара дыры кандидат Александр Чамаго ей тагым таква рдзыргара. Аусум только апсу безчала амчхак артбавы. Автор илиршит, а математика за и хортитаху апсифила афара арчавера. Я псоп афячуцпа, а математика цикала. Рацу и цирковцу усум такой рахин хашпут автор и харджала и кульшан и тижин вы ус хопшида вы запсвам юшпут хункарат схрарала и тижин Александр Хаджати Пайзы и Кнагоп афара царавую подродупа. Абарштакыр шуксацует ацарау ихьяд игалаз акуца акыр ишуадаҩызгьы уи аԥсшәахь аиҭагара илиршеит. Аибашьрашьҭахь сара убас сахәаԥшуан. Иуажәыгьы сгәы касмыжьт сахәаԥшуан. Аԥсуа милаҭ аиҭаира аамҭа рзыҟалеит. Ренессанс ахьӡу, возрождение аамҭа ҳҭагылеит. Ашколқәагьы ҟалоит. Исылшо збап ҳасалагеит аматематика аԥсышәала исзырцәажәозар. Сахалагаз уа азныказы егьырҭ ишыҟарҵо еиԥш атәымажәақәа аԥынгыла нарыҭаны еиҭагара салаган уи аԥсуа бызшәа нхеит, аԥсуа бызшәацәа ханы ачзаламхеит. Сык-сык аҟара саҿын. Лцәа имоушәа анызба гәаанагара снаҭеит. Абри ажәларқәа еицырзеиԥшхаз ажәақәа аԥсуа бызшәа аҿалагалара даара иаԥсамзар ҟалап, излауала исзеиҭагозар ҳәа. Александр ари аус инапы наиркы раԥхьаӡа агеометриа аиҭагара иҽазикит. Аха араҟа иалагало абырзен бызшәеи алатын бызшәеи аиҭагара ицәыцәгьахеит, уи маҷк инаскьаганы атеоремақәа реиҭагара иҽазишәеит. Ус иқәманшәалахо иалагеит анаҩсан арифметика, нас алгебра. Теоремақәа реиҭагара санаҿыз агеометриатә фигурақәа ҳаизышьҭоу сара фигура ԥшынра ҳазысҳәоит, абарҭ еиҭагамкәа ҟаҵышьа имоушәа анызба салагеит аиҭагара, агеометриатә фигурақәа реиҭагара, ашкол апрограмма иаҵанакуа убарҭ зегьы еиҭазгеит. Сыстәала еиҭазгеит. Аха урҭ аԥышәара рҭахын, абызшәа здыруа адырҩцәагьы иацаны иаҭахыз убри аҿы
Иныҟасҵа ааспса ҟасаҿын уи аус, иныҟасҵа Аристаа Шота Ҟасҭеи-иԥеи саргьы. Уи даҽа аӡәы адҵа риҭеит, шәахәаԥшаҳа. Убри адҵаз иҭаз инарцәа бзиа ҭаҭ Хециа Толик. Ԥшьымз ҳаидтәалан аус еицаауан, рызегь хәыц-хәыц ҳахысит, убри ашәҟәы ҭыҵит. Араҟа ицәыргаз аусумҭақәа хымԥадарҵагатә материал ҳасабала ашколқәа рҿы ахархәара роуртә еиқәшәоуп. Иара убас ашәҟәаҿы иалагалоуп акыр ихархәаго аԥсуа аурыс, аурыс аԥсшәа жәар. Абызшәа здыруа иалацәажәо уи ала ихәыцуа рзы акыр иманшәало хархәагоуп. Рызегьы сусумҭа зызку хықәкыс иамоу аԥсуа школ аҟаҵароуп. Аԥсуа милаҭ аиқәырхаразы, аԥсуа бызшәа аиқәырхаразы, аԥсуа школ аҿы ԥсыхәа сыҟан, иаабоит иҳаҳуеит, аха ҟаҵоу ҳәарада акәымзар ҟаҵоу ҳамаӡам. Сҳәартә иҟоуп, избан акәзар, иахьа уажәыраанӡа адунеи ауаа ашколқәа ирҭалеижьҭеи, ашколқәа ԥырҵеижьҭеи, ҳаргьы шәышықәса инраҳауп, ашкол шәышықәса, шәи-жәабжь-шықәса ҵот ҳҳәартә ҟалоит, аԥхьа Аԥсны ашколқәа ҟалеижьҭеи. Лакоба ихаан аԥшьбатәи акласс иҟаз иахьагьы ҳзахымсит. Аусумҭақәа цәажәо ԥсышәала иаԥҵо атерминқәа зызку рҵакы аадырԥшуеит. Аҵарауаҩ иааԥсаратә еиҭагамҭақәа макьаназ ирҵагатә материалқәам, аха аматематика аҵакы аԥсышәала аиҭаҳәара зҭаху изы ицхыраагӡа бзиоуп. Арҭ аусумҭақәа рҿы аҵарауаҩ иадигалеит абызшәадырыҩцәа, азанааҭ азҟазацәа. Урҭ зегьы ҷыдала шьаҭанкыла иазгәаҭоуп, ишьақәырӷәӷәоуп. Аԥсуа бызшәа аиқәырхаразы ашкол аҿы ԥсыхәа сҳамам, ашкол шырцәажәатәу абри лабҿаба избоит, аха сыздыруам, ахьшәашәарақәа рацәоуп, изыхҟьауа исыздыруам, иҟаҳҵаратәы ҳаҟоуп. Сынтәа абри асԥсала ахәбатәи класс, аԥышәатә классқәа ԥшь-школқәа рҿы иаартны ҳалагаратә ҳаҟоуп, залагоуп. Хымԥада абарҭқәа зегьы дырҵабыргуеит, ижәытәӡатәиу акыр иҵауло аҵыхәтәанынӡа иҭҵаам ҳбызшәа ишахәҭоу инарҵаулан инарҭбааны иазнеизар, ишалшо иара изхатәу иҿахәҳәара. Фаина Матоуԥҳа, Инал Агәхаа, Абаза-канал азы. Председателем Союза художников Абхазии избран Виталий Джения по итогам отчетно-выборного собрания общественной организации, которое прошло 14 февраля в Сухуми. Вновь избранный руководитель, согласно уставу организации, будет возглавлять Союз художников в ближайшие 5 лет. Виталий Джения – член-корреспондент Международной академии культуры и искусства, член Союзов художников России и Абхазии. АГУ готов сотрудничать с торгпредством России в Абхазии. Ректор Абхазского госуниверситета Олег Угварами встретился с торговым представителем Российской Федерации в республике Залиной Кабесовой. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества торгового представительства с университетом, использование научного и интеллектуального потенциала вуза в решении торгово-экономических задач, в частности, экспертно-аналитических оценок и заключений. Во встрече также участвовали секретарь Совбеза Сергей Шамба и члены ректората АГУ, сообщает пресс-служба университета. В рамках предстоящего празднования 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии Абхазский госуниверситет объявляет творческий конкурс среди студентов по изобразительному искусству «Мы помним». Заявки на участие принимаются до конца марта 2023-го. По итогам конкурса будет проведена выставка, сообщает отдел информации и медиакоммуникации АГУ. За более подробной информацией о положении конкурса можно обращаться по телефону +7 940 773 77 99. 16 февраля писателю Константину Гердову исполнилось 82 года. Союз писателей Абхазии сердечно поздравляет замечательного писателя Константина Николаевича Гердова, члена Союза российских писателей, Союза писателей Абхазии, Союза писателей Крыма, почетного члена Русского пен-центра, Всемирной ассоциации писателей с днем рождения.
Свое 55-летие отметил игрок молодежного состава сборной СССР Сухумского и Тбилисского «Динамо», заслуженный тренер Абхазии Саид Тарба. Большую часть своей жизни Саид Тарба посвятил служению избранному делу, сохранению лучших традиций абхазского футбола, приумножению его славы и достижений. За годы тренерской работы он воспитал плеяду достойных футболистов. Государственный комитет по делам молодежи и спорту поздравляет с днем рождения Саида Зауровича, желает крепкого здоровья, благополучия и успехов. Внимание! МВД напоминает об опасности вождения на необорудованных зимней резиной автомобилях. Сотрудники милиции совместно с дорожными службами продолжают расчищать центральную республиканскую трассу. Ночью ожидается минусовая температура, возможен гололед. Сотрудники МВД продолжают несение службы в усиленном режиме. И о погоде. В пятницу, 17 февраля, в Абхазии облачно с прояснениями. Ночью и утром местами возможен снег с дождем. Днем преимущественно без осадков. Атмосферное давление высокое. Температура воздуха ночью от -2 до 3, днем от 1 до 6 выше нуля. Температура морской воды 9 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.